предыдущих видеороликах мы изучили историю ингушей из разных многочисленных источников XVIII и XIX веков, где описывалось это племя, обитавшее совместно с осетинами, в пределах сегодняшнего Джейраховского района, которое, будучи малочисленным и малозначимым, причислялось исследователями того времени к осетинам, грузинам, чеченцам или кабардинцам и как происходило их расселение по равнине с запада на восток и с юга на север под крылом Российской империи. Сегодня давайте обратимся к истории новейшего времени. В 1989 году, в Грозном, прошел съезд ингушского народа, где было заявлено, что они хотят создать свою отдельную от чеченцев республику. Здесь же было озвучено, что хотят территорию, которая была для них завоевана и освобождена от непокорных горцев в начале XIX века царской Россией, а потом уже в начале XX века, советской властью большевиков. Как мы видим, ингуши тогда не хотели обсуждать, когда и каким образом они появились на этих территориях. Уходя от чеченцев, хотели прихватить их земли. Важный момент: ингушский народ, тогда в 1991 году, отверг предложение чеченского народа, и добровольно ушел обратно в кандалы к тем, кому больше верил, кого больше любил и уважал, то есть к русским. Это был их осознанный выбор в пользу русских. После того, как ингуши ушли в Россию, якобы ради возвращения пригородного района. Как мы все знаем, ингушский народ, в результате вооруженной аферы, не вернул ни пригородный район, ни правый берег Владикавказа в ходе конфликта осенью 1992 года. И тогда они поняли, что лучше забирать земли у своих братьев. Те, по крайней мере, не выгоняют их, не запрещают им жить у себя, то есть начать экспансию в ту сторону границы, где по морде им не давали, так как всегда можно было бросить клич о единстве, о братстве, то есть продвигаться в сторону Чечни. Естественно, напрашивается вопрос, при чем тут чеченцы, и в чем чеченцы виноваты, что современная Ингушетия – самая маленькая республика. Хотя никогда в своей истории не была и половина той, что есть сегодня. Из всех существующих в России, и к тому же густонаселенный регион в районе именно там, где являются исконно чеченские земли, в предгорье. Ведь на родине исторической Ингушетии в Джейрахском районе по данным переписи проживают только 2981 человек. Ингуши за 3 дня легко прогнулись перед осетинами, что начали в трусости обвинять всех кроме себя. И опять же виноваты чеченцы, почему не пришли и не отобрали для вас, ингушей, земли. При всем при этом вы герои, осетин вообще за людей не считаете. Десятилетиями преследуют ингушей участников событий осени 1992 года и забирают их из Ингушетии в тот же Владикавказ. Но это ваш выбор, ингуши. Все ваши проблемы вы должны адресовать к своей безответственной политической элите, к тем, кто еще пока жив, из тех, кто был лидерами, провокаторами среди ингушей в конце 80-х и начале 90-х годов. В конце ноября 1990 года прошел общенациональный съезд чеченского народа, где было принято постановление. Приведу некоторые пункты. 1. Изъявляя волю чеченского народа, общенациональный съезд считает необходимым провозглашение государственного суверенитета Чеченской Республики. 2. Суверенитет Чеченской Республики будет распространяться на всю территорию современной Чечено-Ингушской АССР, за исключением земель бывшей Ингушской автономной области в границах 1934 года. 8. Чеченская республика поддерживает стремление ингушского народа к воссозданию своей национальной автономии в границах 1934 года. Как мы видим, чеченский народ в 1990 году конкретно и ясно высказался о том, где проходят границы их государства. Это есть мнение чеченского народа, без попытки разделить его на сторонников Ичкерии или сторонников России. А в январе 1992 года парламент Чеченской Республики постановляет реорганизовать Сунжинский район бывшей Чечено-Ингушской республики, выделив из его состава земли, ранее существовавшего Галашкинского района. Президент Джохар Дудаев, признавая правовым правильным принятое постановление, но из-за непонимания ингушской стороной этого вопроса, как президент накладывает вето на это постановление. Этот благородный поступок чеченского президента не оценен ингушами. Далее, как известно, осенью 1992 года происходит осетино-ингушский конфликт, где Россия вводит свои войска на территорию Чеченской Республики, пытаясь спровоцировать чеченскую сторону. Всем об этом известно. В 1993 году и в 1994 году проходят переговоры и обсуждения с подписанием соглашений и разграничений границ. На них всегда обсуждают только вариант границ 1934 года. И тут при определении даты желаемых границ, мы становимся зрителями трагикомедии с ингушской стороны.
Ингуши начинают метаться от одной даты к другой. Проблема в том, что нет ни одной даты, которая полностью устраивала бы ингушскую сторону. Ингушам приходится метаться как мышь в мышеловке. Слышится возмущение с ингушской стороны, как мол чеченцы могут принимать вариант сталинского решения, это же кощунство. И сразу предлагают свои варианты с таким же раскладом времен Сталина, когда за чеченский народ советская власть создавала Чеченскую область и следом автономию и куда хотела ее заносила и как хотела выносила. Тут уже для ингушей все кощунство пропадает, ведь это возможность защитить свои интересы. Но зато не кощунственных для ингушей, запутывая при этом ингушей картами сунжинских казаков, территории, на которые Россия их посадила, оккупировав Кавказ после окончания Кавказской войны. Впрочем, для ингушей, конечно, это не проблема, ведь они вместе с этими казаками и оккупировали эти земли у чеченцев и кабардинцев с началом XIX века. Чеченцы готовы отказаться от сталинских границ 1934 года. Давайте, ингуши, вернемся к границам до начала российской экспансии, от Ауха и до Псидаха, известная территория чеченского народа, которая была оккупирована Россией. На территории от Ауха и до Псидаха в конце XVIII века живет одно исламское общество с одним политическим пониманием, с первым имамом Кавказа в лице шейха Мансура, если у ингушей не было своей государственности, объединенного одной целью общества, до того как им создала Россия свой округ-область автономию, у чеченцев она была времен шейха Мансура и имамата Шамиля. Это ответ некоторым юристам, которые занимаются искажением фактов. То, что ингуши не признавали это государство, это проблема ингушей и всех остальных россиян. Ингуши хотят по шариату? Давайте. По шариату мусульманам возвращается все, что было захвачено врагом, в нашем случае это Россия, как враг Кавказа и в частности ингуши, как полуязычники или полухристиане на службе этого врага кавказцев. Начало Первой российско-чеченской войны в 1994-1996 годах не позволило окончательно закрыть вопрос с границами. С этого момента границы будут считаться временно устоявшимися, неофициально, до возможности снова заняться этим вопросом. После окончания Первой войны, весной 1997 года прошли выборы президента и парламента Ичкерии. Тогда еще при Аушеве ингушская сторона уже нарушала границу Чеченской республики Ичкерия. В очередной раз территориальный спор между Ингушетией и Чечней вспыхнул в 1997 году, когда независимую Ичкерию возглавлял Аслан Масхадов. Тогда Грозный выразил возмущение тем, что ингушские власти передвинули милицейские посты в Сунжинском районе на несколько километров вглубь чеченской территории. Парламент Ичкерии посвятил этому вопросу специальное заседание, на котором прозвучало требование определения государственной границы с соседним государством, Россией. Однако после встречи Аслана Масхадова с президентом Ингушетии Русланом Аушевым конфликт разрешился мирно, ингушская сторона согласилась перенести милицейские посты на прежнее место, а власти Ичкерии согласились оставить ингушский участок границы с Россией прозрачным. А 23 сентября 1999 года президент России Борис Ельцин подписал указ номер 1255 о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. Так началась Вторая война против чеченского народа. И тогда начинается самое интересное. Правительство Ингушетии от 23 октября 1999 года, принимая постановление о создании государственного природного заповедника Эрзи, постановляет: в целях сохранения уникальных природных объектов и в соответствии с указом президента Российской Федерации об особо охраняемых территориях Российской Федерации, распоряжением правительства Российской Федерации и законом Республики Ингушетия об особо охраняемых природных территориях. Правительство Республики Ингушетия постановляет: 1. Принять предложение Государственного комитета Республики Ингушетия по охране окружающей среды о создании государственного природного заповедника Эрзи площадью 5970 гектар. Запомните эту цифру, площадью 5970 гектаров, она изменится совсем скоро. Чеченский народ находится в состоянии войны с 30 сентября 1999 года. С начала Второй российско-чеченской прошел 1 год. 20 декабря 2000 года Москва одобряет постановление Ингушетии. И вот тут барабанная дробь. Внимание, внимание! 2001 год, 9 января, Ингушетия, смущаясь и робко поглядывая на горящую в огне Чеченскую республику Ичкерия, забывая свои великие устои СДЛ, унаследованных ими от языческих богов, делает такой малюсенький захват территории, решая, что время устоявшихся границ прошло,
А то, что у чеченцев там война, это независимая республика Ичкерия, чужое государство, какое нам дело до них, при том, что им явно не до границ и каких-то соглашений, принятых когда-то ингушами в лице президента Ингушетии Руслана Аушова. Постановление правительства Республики Ингушетия от 9 января 2001 года, номер 4. В целях сохранения исторического наследия постановляет утвердить перечень памятников истории и культуры республиканского значения. Интересный самый последний абзац перечня. В самом низу, скрытый от любопытных глаз момент из этого документа, Даттекская крепостная стена с башнями X-XVI веков по реке Эгичош, с запада на восток. Тот самый Эгичош, теперь печально известный. Это был первый шаг, когда ингуши переступили известную границу. И как минимум так называемую устоявшуюся границу Чеченской Республики Ичкерия с 1992 Гуарджонмус по 1999 года. Как видим, тогда в январе 2001 года, в ингушском народе никого не волновало нарушение границ соседнего братского народа, который находится в состоянии войны, никто не призывал выйти на митинги, чтобы заявить, что не допустит одностороннего решения в вопросе границ, что надо провести разъяснительную работу среди населения. Нет, этого ничего не было, потому что тихо украдкой воровалось у брата, соседа под шумок войны, в лице избранных депутатов Ингушетии, Кабинета министров и президента Ингушетии, это делалось народом Ингушетии. Активистов из числа молодежи тогда мы тоже не увидели, руководителей каких-либо общественных организаций, никого. Ну и что, у нахчальгов же есть, откусываем, пока они там кровоточат. Также вроде бы рисовали и постили, осенью 2018 года в интернете, ингуши, картинки с волками, вцепившимися в кровью истекающую Ингушетию. Это был первый пробный шаг ингушей по продвижению на восток. После захвата 9 января 2001 года в горах, на правом берегу реки Фортанге, был через год-другой захват, но уже в Молгобесском районе 26 марта 2002 года. Из интервью Ахмеда Завгаева, главы Надтеречного района, мы знаем поименно всех тех, кто бесчинствует у нас в районе, но ничего не можем сделать, утверждал Ахмед Завгаев. Последней каплей, переполнившей чашу терпения властей Надтеречного района, стало перемещение блокпоста Ахриев, а следовательно, и границы вглубь территории Чечни. Подцепив вагончики и загрузив бетонные блоки в грузовики, они за ночь передвинули блокпост на полкилометра. Возмущался Завгаев о договоренности между Ахмедом Кадыровым и Муратом Зизиковым. В качестве одного из аргументов в пользу того, что так называемые спорные территории являются ингушскими, наши оппоненты приводят соглашение о разделе Сунжинского района, якобы подписанное Кадыровым и Зизиковым в 2003 году. Как известно, 23 марта 2003 года в Чечне был проведен всенародный референдум по принятию Конституции Чеченской Республики и законов о выборах президента и парламента Чеченской Республики. В проекте основного закона ОР, опубликованном в СМИ, в перечне входящих в республику районов был назван и Сунжинский район. С жалобой в Москву по этому поводу обратились депутаты Народного собрания Республики Ингушетия. Обращение на имя президента РФ Путина от 13 февраля 2003 года было подписано председателем Народного собрания Ингушетии, Плиевым. За 2 недели до проведения референдума, 10 марта 2003 года, глава администрации Чечни Кадыров встретился с президентом Ингушетии Зизиковым. Ингушская сторона настойчиво добивалась исключения названия Сунжинского района из перечня административных районов Чечни, указанных в пункте 5 статьи 59 проекта Конституции Чеченской Республики, вынесенного на общенародный референдум. Ахмад Хаджи Кадыров категорически не согласился с такой постановкой вопроса, и упоминание Сунжинского района в Конституции ОР было сохранено. Между руководством двух братских республик была достигнута устная договоренность временно сохранить статус-кво существующих условных границ, до принятия Конституции и проведения выборов президента и парламента Чечни. В соответствии с этой договоренностью, населенные пункты Сунжинского района с большинством ингушского населения временно оставались за Республикой Ингушетия, а населенные пункты с большинством чеченского населения, село Серноводское и станица Осиновская, за Чеченской Республикой. Кроме того, с просьбой отложить на время рассмотрения данного вопроса к руководству республики обратился и федеральный центр. Таким образом, никакого официального соглашения между Кадыровым и Зизиковым, закрепляющего территорию Сунжинского и части Молгобекского районов за Республикой Ингушетия, как бы это ни хотелось представить некоторым ингушским чиновникам, не было и быть не могло.
Как видим, ингушская сторона обратилась сначала к Москве, максимально пыталась не допустить даже одинакового названия района. И не сумев продавить такой вариант, настояли на том, чтобы хотя бы временно, но захваченные территории в 1992 году с помощью российских войск оставались под управлением Ингушетии. Итак, мы приближаемся к развязке этой истории. Тот самый 2009 год и его муниципальные границы. Для начала отметим сразу, что Республика Северная Осетия провела муниципальные границы еще 5 марта 2005 года. Кто-то помнит возмущение ингушской общественности, ее интеллигенции, ее представителей, одним словом всех тех, кто громко заявил о себе осенью 2018 года. Как видим, Ингушетию не особо возмутил день принятия Республикой Осетия такого закона с определением границ. Не проявил себя ингушский народ, так как не проявила себя элита. И нам после этого кто-то упорно хочет внушить, мол, это не против чеченского народа. Поэтому, ингуши, давайте теперь говорить. С этой прошедшей осени 2018 года, как есть, чеченцев уже не обмануть, всем глаза открыли. Закон ФЗ от 24 ноября 2008 года номер 207 ФЗ. О мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике. Он предусматривал до 1 марта 2009 года определить территории и установить границы образуемых на их территории муниципальных образований. На самом деле, как мы все стали свидетелями после 2009 года, под видом исполнения закона в Ингушетии прослеживалось желание получить земли Сунжинского района без учета мнения Чеченской Республики. Это вылилось в принятие ингушским парламентом закона от 23 февраля 2009 года номер 5 ОС об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и городского округа, что совсем не учитывал чеченскую сторону. Второй шаг официальных властей Ингушетии в этом направлении – расширение площади заповедника Эрзи за счет территории Бамутского участкового лесничества Чечни. В 2009 году в республиках Чечня и Ингушетия проходит образование муниципальных границ. В Чеченской Республике это закон Чеченской Республики от 13 февраля 2009 года Н6 ОС. Так как речь шла о образовании муниципальных границ, ставленники Москвы в Грозном, естественно, придерживаясь договоренностей между Зизяковым и Кадыровым в 2003 году, не переходя временно установившихся границ, провели муниципальные границы. В тех районах, где были населенные пункты и жили естественно люди, ведь это все было для того, чтобы облегчить местное самоуправление граждан России. Прошу запомнить этот важный момент спец. Операция от 31 декабря 2008 года. Законом Н-2056 заповедник Эрзи переведен из регионального в федеральный заповедник. Конечно, он еще небольшой и на территорию Чеченской Республики не размещен, это произойдет позже. Итак, неделю спустя после принятия закона в Грозном парламентом Чечни от 12 февраля 2009 года, подчеркиваю, о муниципальных границах, свой закон принимает Ингушетия, парламент Ингушетии от 19 февраля 2009 года. Что здесь интересное для нас? Но в первую очередь, то, что Ингушетия односторонне, самым наглым образом переносит свою границу. Туда, где она у нее не была прежде. Надо напомнить, статья 4 вышеуказанного закона от 23 февраля 2009 года номер 5 ОС гласит, что настоящий закон не регулирует вопросы определения границ Ингушетии с другими субъектами РФ, которые устанавливаются на основе Конституции Ингушетии и соглашений между Ингушетией и другими субъектами РФ, утверждаемых в соответствии с Конституцией РФ. Ингуши грезят XIX веком, когда после завоевания Кавказа, Россия резала участки из завоеванных территорий. И вот тогда с 1861 по 1866 годы, этот горный участок был за ингушами. В нарушении всяких договоренностей, и между президентами в 1993-1994 годах, Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым, а после уже между Ахматом Кадыровым и Муратом Зизяковым в 2003 году, Ингушетия решает хапнуть немножко братской земли купчинах-чальгов. Наверное, с расчетом, что они, ингуши, младшие братья, и если даже их на этом поймают, им это простят. Хотя надо отметить, что представители ингушского мехкхёл обратили внимание на этот момент. Конечно, ингушетский мехкхёл не обратил внимания на момент попытки хапнуть у нахчальгов. Это же было как-никак в закрома Ингушетии. Мехкхёл обратил внимание на то, что власти Ингушетии, в лице парламента не определила муниципальные границы в пригородном районе. На что глава Ингушетии Евкуров,
председатель Народного собрания Махмуд Сакалов и один из авторов этого закона Аюг Агиев, который за эти заслуги получил должность председателя Конституционного суда, заявляли, что этот закон не определяет границы Ингушетии, а только внутренние границы населенных пунктов. Как видим из цитаты, в случае с западными границами Ингушетии есть понимание о муниципальных границах, а вот в случае с восточными границами это понимание отсутствует у ингушей как у парламента, так и у Мехкхол Ингушетии. Теперь действия следующие. 3 октября 2009 года. Указ Путина о расширении заповедника федерального значения Эрзи, который внезапно увеличивается в 6 раз. Ну а после того, как сам Путин подсобил, ингуши вносят дополнения в закон и окончательно юридически закрепляют эту территорию за собой. Далее 2 апреля 2012 года будет уже внесение изменений в кадастр России. Именно тогда и хапнули Эзди, братья чеченцев из солнечной Ингушетии, этот горный участок. Только летом, в августе 2012 года, власть в Грозном начнет реагировать на это мошенничество Республики Ингушетия. Кадыров Рамзан заявит, что ингушская сторона, пользуясь тем, что между республиками отсутствует административная граница, в одностороннем порядке захватывает исконно чеченские земли, а Евкуров будет отвечать, что пересмотр устоявшихся границ может привести к конфликту. Евкуров, сам выходец из общества ФИПИ, что не в особом почете у издатых ингушей, но тем не менее, как настоящий ингуш, решил проехаться в этот момент на понтах. В те дни, лето, осень 2012 года, весь ингушский народ молчит, набрав в рот воды. Никого не возмущает этот вопрос, никого из парламента Ингушетии, никого из Мехкхола Ингушетии, никого из представителей общественности Ингушетии, они все выйдут и откроют рты только осенью 2018 года. Уже после того, как власти Ингушетии будут пойманы на мошенничестве, и Евкуров вынужден будет позорно это признать. После мошенничества со стороны так называемых братьев, только после этого в Грозном внесут изменения в этот закон в редакции закона ОР от 1 ноября 2012 года Н5-РКС и Конституцию свою и образуют уже Галанчорский район, и только после этого односторонне перейдут к определению границ и, по примеру ингушей 2009 года, внесут в состав Чеченской Республики следующие населенные пункты: Вознесенское сельское поселение, Карабулакское городское поселение, Нестеровское сельское поселение, Слепцевское сельское поселение, Троицкое сельское поселение, Чемульгинское сельское поселение. На что Инузбек Евкуров в 2013 году начнет отвечать, что надо делать это сообща. Теперь, после того, как мы более-менее разобрались, как обстоит дело с границами с 1810 года по 2013 год, давайте перейдем к 2018 году. В августе 2018 года, уже не публично, пришли к решению всех вышеописанных проблем по границам, законам, спорам. Как мы знаем, чеченский народ с конца августа 2018 года подвергся очернению и такой информационной и психологической атаке, что итогом этой информационно-психологической войны стало то, что все республики и народы Северного Кавказа и Закавказья, а в том числе народы России, а также в странах Запада были введены в заблуждение, чеченцы предстали как захватнический, подлый и вероломный народ. И эта операция продолжается. Теперь об участниках и провокаторах, кто участвовал осознанно или неосознанно в этой операции. Первым начал вводить в заблуждение общественность Ингушетии блогер Якуб Гогиев. Именно ему принадлежит провокационная публикация в соцсети Facebook 26 августа 2018 года. 27 августа 2018 года официально на своей странице в Фейсбуке делает провокационное обращение общественная организация «Опора Ингушетии», председатель Барах Чемурзиев, Анжела Матиева. А 4 сентября на сцену выходят следующие лица: Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев, руководитель региональной общественной организации «Выбор Ингушетии», Исмаил Булгучев и Хасан Кацеев, записали видеообращение, на котором снова повторили провокационное и ложное утверждение о вторжении чеченцев на территорию Ингушетии. Это же провокационное и ложное утверждение сразу поддержали. 5 сентября 2018 года, следующие лица: правозащитник Магомед Муцеольгов, сопредседатель движения Мехкхол Сараждин Султагов. А 24 сентября 2018 года создан оргкомитет, председатель Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Ахмед Барахоев, Сараждин Султагов, Анжела Матиева, Магомед Муцеольгов, Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев, Исмаил Булгучев, Руслан Мальсагов, которые дальше.
начинают накалять обстановку, создавать фитну и вводить в заблуждение людей. 27 сентября 2018 года появляется новое видео на YouTube-странице организация «Опора Ингушетии», где Ахмед Костоев, Матиев Магомед, Барах Чемурзиев, Муса Мальсагов снова делают обращения и ложные утверждения о том, что нарушена граница Ингушетии, а Барах и Чемурзиев извращенно лжет. В начале октября 2018 года из Москвы на эту провокацию прибывают представители ингушской диаспоры. Среди них бывший председатель парламента Ингушетии Весенгирей Гагиев, бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Пагоров и член правления Ингушской национально-культурной автономии Москвы Магомед Даурбеков. Теперь хочу высказаться по поводу того, как проходил этот митинг и вообще все это протестное движение. Вначале скажу сразу, что митинг был античеченским. Как мы знаем уже, история чеченцев и ингушей разошлась пару веков назад. Кто-то считает, что это произошло в 1810 году, с подписания печально известного акта, а кто-то, что это произошло ранее. Одним словом, до начала XIX века ингуши слишком малочисленны для того, чтобы принять участие в истории Кавказа и чеченского народа, как освоение возвращения на равнину в XV-XVI века, войны, участие в союзах с соседними народами, как это было у чеченцев с черкесскими народами, шамхалами и позднее с лидерами-имамами дагестанских народов. Но в начале XX века мы четко разделены на два народа, чеченцы и ингуши, образуется округ и после республика, ингушей все устраивает в их истории, но происходит трагедия в 1934 году, ингушей объединяют с чеченцами. Это конец ингушской государственности, как мы читали или слышали из уст представителей ингушской интеллигенции элита. В интернет есть и выступления интеллигенции и передачи ингушского телевидения, то есть доводы в защиту этого утверждения имеются, что оно имеет самое трагическое восприятие у ингушского народа. Почему это важно? Чеченцы, обращаюсь сейчас больше к вам, потому что только так мы можем понять и осмыслить то, что мы все видели осенью 2018 года и видим до сих пор. Надо это увидеть с ингушской стороны и прочувствовать так, как это чувствуют ингуши. То, что нам казалось, что это хорошо, что мы один народ и живем в одной республике. Так не казалось и не считалось ингушами с момента объединения в 1934 году. Для них это годы, когда ингушский народ подвергался дискриминации, период стагнации ингушского народа. Ингуши выбрали отделение или выход из одной республики с чеченцами и создание своей, даже пусть это будет псевдогосударственность в Российской империи, для ингушей это было лучше, чем находиться в одной республике с чеченцами, они видели освобождение себя, в разделении с чеченцами. А объединение с русскими для них было простым и приемлемым решением. Это тоже важно понять чеченцам. Очень важно, чтобы не обманываться самим и не обманывать других, в том числе ингушей. Именно это является ключом к пониманию, почему этот митинг или движение были античеченскими. Любой желающий может сегодня это узнать. Интернет сильно облегчает это, посмотрите все территориальные споры и годы. Всегда всплывает и всплывало утверждение, что Москва хочет снова объединить две республики в одну. Это всегда была дубинка или просто инструмент, ключ, которым ингушская элита запускала или мобилизовывала ингушский народ на подъем и протесты. Также это произошло осенью 2018 года. Мобилизация шла уже двумя способами. Первое – это якобы захват ингушской территории, второе – это, как всегда, якобы угроза объединения с чеченцами в одну республику. Именно это, повторю, именно это создало внутреннее ядро протеста, ингуши могут это не осознавать или не признавать. Они находятся внутри этого и может нам легче это увидеть, так как мы наблюдаем это со стороны. Мы все были свидетелями, как ингуши резко мобилизовывались на информацию приезда кадыровцев в Ингушетию, к лидерам протеста, начиная с момента приезда к Мухаждиру Нальгиеву, когда вроде бы пожилой старец как-то двусмысленно выразился в адрес целого тайпа. Баной сделал это публично на митинге. Это была мобилизация на приезд чеченцев из Чеченской Республики, а какая была реакция на приезд русских из России, мы также все видели весной 2019 года. Снова довод в пользу того, что ингуши мобилизовываются именно, когда речь заходит о противостоянии с чеченцами или в спорах с чеченцем. Ведь мы не видели такой реакции со стороны ингушей ни в марте 2005 года, против установления границы муниципальной, со стороны Осетии. Ингуши должны понимать, что мы видим это все в целом, а не так, как они хотели бы, чтобы мы видели это кусками, где они говорят о братстве и отрицают античеченскую направленность.
Мы помним, как ингуши мобилизовывались, и помним, как на митинге весной 2019 уже началась реакция после слов «Нохчи-бауш, Нохчи-бауш». Это мой последний в этой заметке довод в защиту того, что неосознанно или осознанно. Но это именно античеченский митинг и движение. Кроме этого мы все слышали. Ису Кадзаева, Мальсага Ужахова, Мусу Зурабова и многих других, где ингуши говорят о Давыденко, Серноводске и других территориях, которые якобы захвачены чеченцами. Ингуши любят повторять, что это заблуждение, что нет никакого античеченского явления, что на митинге много раз это подчеркивалось, о братстве с чеченцами, о том, что это не против чеченского народа, но при этом, как мы все знаем, имеется все вышесказанное, объяснить это могу, как какую-то примитивную логику, извиняюсь за такое описание, но она мне как чеченцу именно такой видится. Все вышеназванные и перечисленные лица, новая элита 21 века и лидеры ингушского народа виновны в этой фитне, дискредитации и очернении чеченского народа. То, что сделали эти люди, останется в нашей истории. Именно эти и многие другие в СМИ, в соцсетях, месяцами создавали негативный образ чеченского народа перед всем миром. Ложь о том, что этот митинг против Евкурова заключается в том, что этот Евкуров и Зизиков и до него, ими были довольны ингуши, пока они оформляли захват чеченской земли, делали это всем народом. Депутаты парламента Ингушетии с 1999 года – это представители ингушского народа. Власть Ингушетии с 1999 года – это власть ингушей. Нам, чеченцам, надо быть хладнокровными и внимательными. На нас была оказана такая атака, которая сопоставима с войной. Мы должны понимать, что ничего не закончено, даже если нам бы этого хотелось. Атаки ведутся и внутри России с Запада. Нам надо знать своих врагов. Мужчина не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает, где его враг. Не будем похожи на ингушей, которые не знают, кто их враг, и где их враг. Нам это должно стать хорошим примером.